Сделайте сначала вдох, а потом выдох. Говорят, что жизнь несправедлива. Но что такое справедливость в глобальном смысле? Говоря о несправедливости, люди чаще всего обращают внимание на конкретные ситуации, но не видят картины целиком со всеми взаимосвязями. А ведь может оказаться, что справедливость существует. Просто она выше нашего понимания. И в конце концов, каждый получает именно то, что он заслуживает. Даже смерть, в каком бы виде она ни пришла, это не наказание, а венец прожитой жизни. Жизнь – это когда человек может утром просыпаться, когда он может смеяться, играть, ходить в школу, делать все, что он делает каждый день. Жизнь – это как существование всего живого на Земле. Такие естественные процессы, как двигаться, ощущать этот мир и так далее. Жизнь – это сегодня. Это не завтра, не вчера, это только сегодня. Там, к примеру, дышать, также двигаться и вот так вот. Для меня жизнь – это Божий дар. Подарок от Аллаха и от Бога, как хотите понимать. Но вот вместе с жизнью Он нам дал и волю. Вот как мы распорядимся этой волей, как мы устроим жизнь, это от нас зависит. Бог раздал волю, Он говорит, делайте, что хотите. Дал инструкцию, как положено, жить, пожалуйста. Есть у нас инструкция. У кого-то в разных религиях разные, у кого-то Коран, у кого-то Библия, у кого-то там Тора. Пожалуйста, выбирай, живи. Но как ты распорядишься своей жизнью, от тебя зависит. И если, конечно, много факторов есть, и семья, откуда он вырос, что на него влияло, как его воспитывали, в каких традициях человек рос, плохое, хорошее. Всякое бывает в жизни, но отличить это надо суметь. Это, наверное, только с возрастом дается. Во-вторых, это, в моем понимании, это борьба. Борьба с самим собой. Потому что человек так создан, что ему все хочется легкое, все хочется такое, чтобы было легче ему жить. Но если самое взять легкое, то жизнь, она получается какая-то сковерканная. Должны быть какие-то обычаи, какие-то традиции. У каждого народа есть свои обычаи, свои традиции. И если их соблюдать, если жить по этим правилам, очень легко жить. Очень легко самому человеку. И очень легко, я почему это говорю, потому что сталкиваюсь со многими вещами, какие-то, когда разногласия есть у людей, между взрослыми людьми, даже когда мы разбираемся. Если ты знаешь, что он соблюдает традиции, соблюдает обычаи, с ним легко говорить. Ты знаешь, уже предсказано, что он не сделает того, что не положено сделать, не сделает того, что честь его опозорит, не сделает неправильные вещи. Вот с такими людьми легко. А если человек живет как хочет, не соблюдая никаких правил, ни религиозных, ни национальных, там никаких, да, тогда с ним очень тяжело. Вот в моем понимании жизнь так. Надо прожить достойно, воспитать детей, вырастить, все это сделать так, чтобы остался какой-то след, и люди говорили, что вот он жил, он ушел, и с благодарностью говорили тебе. Это вот самое важное, мне кажется. Жизнь вахарды қыс. Дик дали мудали вах вес олар боқычнах. Аза адыс. Сук хатыч. Нагасан хоты раздалари, сояхы гязыр. Ханьяхы гязыр. Вахыр хала халыр. Сун мотор, зань йолчхан мотор аттдыс. Йоқ қылыч. Былқы ғоге, ақчы дияққа фусым өтдя яқыгыз. Йоқ қылычхан том халыр. Эггері қуна йоқы даяқыр цуты. Там тияқыр. Тияқа мәріл қылыр. Тақ біріш қанат. Біріжім иріздар хам алыц. Ну вахыр қалды.
да хуммел вот чога халады. Вахар азадас. Оғдуниянды тәвісіч қылдат шуан, қылыдат, қылыды шуан, цымар уатсы вода волыш тязят лат. Ақчақ кісажды цадите, қылыдат шуан сунху, қылыды шуан нан даяны дуасыдынны дысачы ку. Чуға буақым буатсыш қылыдат шуан балыму, қылыды шуан дыга хыллы дат уатыш дысар бо. Деға мазаш тесса қызы циватыш лызыруа, қылыды шуан қуыны волыш бақ дуниянды дағуа. Әтті бацыр әнні воқыш қылыдат шуан аттыды. Вешент әжі жиші дек чуду алыр қылыды. Жизнь, в моем понимании, это краткосрочный цикл, наверное. И это цикл, за который я должен успеть какие-то основные вещи, как для войнаха. Это, конечно, самая первая семья. Для мужчины это дело, для мусульманина это поклонение. Думаю, вот эти три основные фактора. Если говорить в общем, то для меня жизнь — это в первую очередь дар от Аллаха. Он дал тебе эту возможность, он дал тебе возможность самореализоваться, родиться, сделать что-то в этой жизни и достойно уйти. Надеюсь, что достойно. Жизнь — это и игра, жизнь — это и испытание, жизнь — это и путешествие. Это все вместе получается. И в целом жизнь — это такой сложный на самом деле предмет, который как-то в двух словах, наверное, не скажешь, и определение такое ему четкое не дашь. А для каждого просто это свое. Для меня это дар. Здоровье – это самое большое в мире богатство. Если нет здоровья, нет и счастья. Счастья нет в богатстве и роскоши. Это всего лишь внешняя мишура, блеск жизни. А что делать, если жизнь так обернулась, что ты обеднел в плане здоровья? Или же живешь в кредит, тратя время другого человека на себя, так как сам не можешь справляться с ежедневными жизненными вопросами и нуждаешься в помощи? Здоровье, в моем понимании, это когда у человека все нормально с организмом, нету ничего плохого, не нарушается деятельность организма. И это я так и понимаю. Здоровье – это когда у человека ничего не болит. Когда у него все хорошо, он может встать, пойти, поиграть, повеселиться, пойти в школу. Когда он может сделать все, что он делает каждый день. У него ничего не болит, у него все хорошо, все идеально. Представьте себе бесконечные мучения, боль, слабость. А если больной человек ударяется в негативные мысли, то он тем самым умножает свои страдания. Он начнет помимо боли испытывать неполноценность, ограниченность, ущербность и ненужность своего существования. И от этого он становится глубоко несчастен. Глубина его несчастья может возрастать пропорционально его негативным мыслям. Также возможно проявление злобного, ненавистного отношения к миру, отчаяния. Но бывают люди, которые, несмотря на боль и слабость, не поддались отчаянию. Например, таким человеком был представитель ингушской диаспоры Муса Шадиев. В молодом возрасте Муса перенес огромный удар судьбы, оставшись прикованным к кровати. Этот удар не сломил его, он был сильным и крепким, как гора. Достойно, стойко и мужественно выдержал все жизненные испытания. Суги халохалар, массадул хамдиал гырды. Хайуатсыш салил жвы сырсо, лейкалар корвер, трактор жнеқаштан дечхан. Цигыр гоура и орды суалос көрдер. Ышт, няғулқа, хәши ноғбақ вахач, арвысасы гусу. Дал кырды дәрік хам, вейкар хамдац. Дал ышт от дяхан цун. Однажды вечером, будучи молодым и здоровым, он провожал гостей до вокзала, который находился довольно далеко от дома. Ночью, когда нужно было возвращаться домой, начался буран. Муса провалился под лед и так оказался пленником снежной стихии и чуть не сгинул в ней. Жгучий холод, пронзающий тело, после которого оно как будто тебе больше не принадлежит, конечности не слушаются. Муса серьезно заболел после происшествия. У него парализовало руку и ногу. Долгих 9 лет он болел.
7-8 лет не мог даже просто встать с кровати. Но в конце концов он не отчаялся. Спустя время он все-таки смог ходить, болезнь ослабла. А Муса, несмотря на все трудности, сохранил жизнелюбие. Был общительным и гостеприимным. Испытания и тяготы посланы не чтобы сломить человека, а чтобы возвысить его. Муса молился, и после каждой молитвы его искренние слезы исходили из сердца и души. Здоровье – это богатство. Это самое главное богатство человека. Но на здоровье нужны деньги, на здоровье нужна воля, своя воля. То есть, если ты не захочешь бегать по утрам, тебя никто не заставит это делать, и деньги тебе не понадобятся, если у тебя нет желания. Для меня здоровье действительно это богатство, которое не купишь деньгами, не сможешь как-то занять, не знаю, одолжить и так далее. Поэтому все в моих руках, и о своем здоровье должна беспокоиться я сама, а не кто-то другой. А здоровье – это то, что нам дается свыше, и его действительно надо беречь, о нем действительно надо заботиться, не откладывать на потом, не пахать там в поте лица на таблетки в будущем. Вот, поэтому здоровье – это важная часть нашей жизни, без которой дальше мы просто будем двигаться, либо не двигаться, либо двигаться очень медленно. Самый важный, наверное, момент, потому что вижу его на примере также своей семьи, на примере вот этого эха из военного прошлого нашего народа. Я думаю, ни одну семью это не обошло, всех это коснулось, и сегодня, да, войнахи как никогда и как никто лучше всех понимает, что такое здоровье и ценность здоровья. На первом месте, думаю. Здоровье – это, мне кажется, надо, наверное, спросить у больных людей. Я был здоров, и никогда таких серьезных болячек, болезней у меня не было, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Но даже какое-то легкое недомогание, это причиняет неудобства, конечно, человеку. Мне бы хотелось, чтобы все люди следили за своим здоровьем, смотрели за ним. Если они будут смотреть и следить за своим здоровьем, убирать вредные привычки, которые мешают тебе, мешают твоему здоровью, приобретать то, что необходимо для здоровья. Та же физическая нагрузка, та же, допустим, зарядка, что угодно, но лишь бы это было на пользу твоему здоровью, потому что раз тебе дали жизнь, раз тебе дали организм здоровый, ты родился, вот теперь твоя задача смотреть за ним, следить за ним, чтобы человек не болел. Вот мне кажется так. Очень обидно, что оно не дается, вот сколько ты живешь, чтобы ты был постоянно здоровым. Нам в молодости кажется, ой, подумаешь, эти зубы чистить, ой, подумаешь, это там физкультура и так далее. А оно все, оказывается, вылазит. С возрастом начинаешь чувствовать все болячки, то, что ты не уберег в молодости, начинает это вылазить. Сейчас немножко сложнее. Во-первых, этот интернет. Конечно, он плюс, но от него столько минусов. Это и осанка, и всякая дрянь оттуда, которая лезет. Затем дети меньше гуляют из этого интернета. Это меньше свежего воздуха, меньше физической активности. Это тоже для здоровья это не очень хорошо. Я всегда призываю детей, если хотя бы они не занимаются в спортивных секциях, я говорю, приходите на танцы, потому что там всегда физическое состояние поддерживаю в нужной норме. И вот мои даже дети, они предпочитают в школу, если папа их отвозит, со школы пешком. Хоть это и далековато, несколько километров, они стараются пешком идти. Хоть так. Хотя я считаю, только пешком пешие прогулки, они не поддержат здоровье. Это и правильное питание, которого сейчас у нас очень мало. Сейчас все настроено на бизнес, на получение прибыли, поэтому еда у нас не очень хорошая, не очень экологичная. И вот это, конечно, большой минус. Есть какие-то моменты в охране здоровья, которыми люди могут управлять. Это вот та же самая физическая культура и так далее. А есть такие, которыми они управлять не могут. Это питание. То есть мы не можем уследить за всем. Во-первых, не все маркировки правильно ставятся. Во-вторых, мы тупо не читаем. Правильно? Мы берем, поели и все. Здоровье. Как же его сохранить? Последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед. Человечество победило многие болезни, которые еще 100-200 лет назад считались неизлечимыми. Наука продолжает делать открытия. Фармацевтические компании выпускают все новые и новые пузырьки с разноцветными таблетками на все случаи жизни. Но они порой не только лечат, но и калечат. А ведь самый главный инструмент оздоровления – это ваша энергия, контроль ума и тела.
Крепость вашего здоровья – сила ваших мыслей. Контролируйте свои мысли, ведь именно они могут создать проблемы и невзгоды, или же наоборот, привести к верному и наилучшему решению всех проблем. Все болезни от головы, помните это. От чего у человека болезни? Болезни идут от эмоций, которые вы глушите в себе. Когда терпите измены, насилие, терпите человека, которого не любите, боитесь высказать свое мнение и миритесь с тем, что вам навязывают. В общем, все то, что идет против вашей воли. Когда вы игнорируете эмоции, очень часто они выходят через болезни. Причем болезни могут оказаться крайне тяжелыми. Также болезни возникают от злых помыслов, зависть, месть, гнев, обман, когда человек злорадствует и когда человек желает зла и даже смерти другому. Болезнь – это когда человек не может встать, пойти, например, пойти в школу или пойти поиграться, как он делает каждый день. Ему плохо, у него нет аппетита, настроения. У него, когда что-то болит у него, он не может, как всегда, пойти поиграть, в школу пойти или что-то еще сделать, то, что он делает каждый день. Испытание скорее. Болезнь, она помогает человеку очистить себя духовно, ментально. И она предписана как испытание, так что любые невзгоды, я думаю, надо просто уметь достойно встречать. Не могу ничего плохого сказать о болезнях. Потому что если бы у нас в целом не было никаких проблем в жизни, наверное, это было бы слишком легко, и мы бы себя никак не проявили. Поэтому окей, пусть будет такой баланс. Болезнь – это нарушение деятельности организма. И человек чувствует себя очень плохо. Болезнь может вылечиться. Некоторые могут вылечиться, а некоторые и нет. Болезни бывают разные степени. Либо, как это сказать, большой степени, то есть гораздо значительнее. Болезнь – это то, что нужно пережить, и на это не нужно, на это не нужно жаловаться. Просто нужно с этим бороться и к этому уделять большое внимание, что ты болеешь, ты должна вылечиться, ты должна о себе позаботиться. Болезнь – это, наверное, все-таки что-то мы не досмотрели в своем здоровье. Как-то мы себя неправильно вели. Есть, конечно, там врожденные какие-то болезни. Это уже совсем другая тема. С возрастом мы все болеем, так что надо следить за здоровьем, смотреть, заниматься. И тогда будет все хорошо. Болезнь не страшна, если она излечима. Страшно, когда неизлечима. Врач в Ингушетии сказал, что 90% болезней происходит от нервов. Я тогда думала, ерунда какая-то, одно с другим не связывается. Человеческое здоровье и человеческое психологическое состояние. Став постарше, я поняла, что, оказывается, когда человек проходит через какой-то стресс, через депрессию, у него происходит гормональный сбой. То есть те гормоны, которые должны были вырабатываться для поддержки организма, перестают вырабатываться. Вырабатываются те, которые нарушают баланс. Из-за этого нарушения баланса происходит как раз-таки снижение иммунитета, заболевания и так далее. Поэтому болезнь я рассматриваю с двух сторон. Это как здоровье человека, то есть медицинская сторона, и психологическая составляющая, она очень важная, хотя у нас у войнахов на это мало смотрят, но это очень важно. Надо думать о том, что ты вот сегодня скажешь, а завтра будет другой день. И, возможно, твои слова станут как раз-таки поводом для стресса и поводом для какой-то болезни. Смерть – это не конец пути. Это начало нового этапа. Ведь после зимы, смерти, наступает весна, рождение. Лето – это определенно жизнь, когда все живет так, как должно жить. Смерть – это когда человек умирает, когда он больше не может. Смерть – это прекращение жизни. То есть, смерть дойдет до каждого живого существа, хотим мы того или нет. Смерть – это, в основном, это, плохо скажется на родных, и всем будет плохо. Психологически, конечно. И вот так. Бусулп ядлам халдацис, сагванчулт яха, садус звож олаш ишта, хакидя мадитху. Волцы визари, да им вах визари.
у нас он хугмичеха, да, он масайт шаравахи, ну хотя бы 200-300 щебя кобя шу вахаш халмаларисак, щи бизм болж, щи вахар, щи бизм болж, тайпа нестет дарцу. Ди дизер, дица дизер цедеш, нагасан щи харц хам диадали, знисти хахугер. А ханзви з харц хам диадали, з ниси хахалцви. Кодацтво, всех даютха. Смерть, ну, для разных людей по-разному. В моем понимании, смерть, мы ее не избежим никто. Это вот наше будущее. Обязательно мы все должны умереть. Мы это знаем прекрасно. Но в разное время возраста по-разному относишься к этому. Сегодня мое личное отношение к смерти, как верующего человека, очень легкое. Нет никаких проблем. Я знаю, куда я попаду, что со мной будет. Если я истинно верующий, если помилует меня Аллах, значит, будет все хорошо. Зима. 11 декабря 1994 год. Началась война в Чечне. Спустя 3 года после провозглашения независимости Республики Ичкерия и продолжалась в течение 2 лет. Во главе вооруженных сил сепаратистов стоял президент Джохар Дудаев и полевые командиры. Российскими силами в период конфликта руководил президент Борис Ельцин, а также министры обороны Павел Грачев и Игорь Родионов. Тамерлан Горчханов, министр здравоохранения Ингушетии, 11 декабря 1994 года бесстрашно преградил путь колонне танков ельцинско-березовского режима, двигавшихся к Грозному. Он поставил свою машину поперек дороги, призывая военных проявить разум и гуманизм. Машину смяли гусеницами танков, а жестоко избитого министра бросили умирать на обочине. И он стал одной из первых невинных жертв войны. В честь Тамерлана в селе Махкиты Веденского района общественностью на собственные средства построена Вайнахская боевая башня. Это дань уважения истинному Вайнаху и благодарность чеченского народа ингушам за братское гостеприимство, оказанное в тяжелые военные годы. Ну, что сказать о чеченской войне? Я думаю, наверное, для нас это скорее было неизбежно, потому что мы люди принципиальные. Репутация, принципы для войнахов это всегда было на первом месте. И мы никогда не были теми, кого можно прикормить. Поэтому я думаю, что на Кавказе войнахи это такой неспокойный очаг для любого вида колонизатора. И это, я думаю, это, конечно, как-то, может быть, цинично прозвучит, но нормально все, что с нами происходило, оно не могло как-то по-другому обернуться. Потому что, мы такие. Это мы. Сегодня и, в принципе, в Чечне и в Ингушетии нет какой-то своей... невозможно в целом социология, потому что, наверное, были люди, которые были привержены принципам, и были люди, которые сменили лагерь борьбы. И, как правило, первых уже нет в живых. И пока тяжело дать оценку какую-то сегодня нам на основе того, что происходит сейчас у нас дома. Я сегодня здесь разговариваю с тобой. Это непосредственно прямое прикосновение войны. Я жил у себя дома, и, соответственно, в мой дом пришли незваные гости, и моей матери пришлось со мной и с моим братом ехать в Казахстан, чтобы элементарно спасти нашу жизнь. И сегодня мы здесь. Так война и коснулась нас. Не слишком большое количество родственников, какие-то болезни у людей, инвалидные группы. То есть ни одну семью это не обошло, это у всех есть. И да, то, что мы здесь, это прямой отклик этой войны. У меня никаких воспоминаний нет, потому что я родился в 1994 году, как раз когда началась первая кампания. Я ничего не вспомню. Я был в неосознанном возрасте, меня перевезли сюда. И я рос в Казахстане, я не видел, я не запомнил войну. И в этом, наверное, заслуга моей матери, то, что я ее не увидел. И
Но она дала мне все, чтобы оберечь от ее последствий, от вообще всего, что там было. Так что я вижу войну вот только через призму вот этих историй, которые есть в интернете. Ну, благо есть интернет сегодня, и люди могут свободно говорить. И мы можем тоже найти какую-то достоверную информацию, не питаясь пропагандой. Есть понимание, что происходило, что происходит, но как-то осознанно меня это не коснулось. Женщины у нас ездили вот в сторону Ингушетии, и там на базаре торговали, ну, утварью, чем угодно. И возвращаясь как раз оттуда, мама по дороге видела, как едут российские танки в сторону Чечни. И то есть, ну, уже, то есть войска эти были мобилизованы, их отправили в Грозный. Это, по-моему, был тот момент, когда российские войска были разбиты, и Россия не признавала то, что их войска вошли на территорию Чечни. И этот момент запомнился матери, потому что она ехала, она видела эту колонну, которая не кончалась, просто бесконечная колонна боевой техники. И им навстречу ехали грузовики, в которых сидели просто, ну вот, в этих грузовик, и на нем есть задняя часть. И там были дети. Эти дети, они были, просто у них в руках были бутылки с зажигательными смесями. Это все, что у них было, и они полные воодушевления, с криками, с религиозными кличами ехали навстречу настоящим профессиональным военным. И, наверное, это такой момент, который отложился в моей памяти тоже из рассказов матери, потому что это, ну, это подчеркивает, наверное, нашу тоже, нас, самих, всех. То, как мы устроены, это оно и есть. Вот такая небольшая история. Какое-то время распространялась информация, что война создается искусственно для того, чтобы проредить численность населения на Земле. Ну, то есть у нас перенаселение, там 7 миллиардов, куда их всех деть, чем всех кормить. И типа есть такое общество, в которое входит куча знаменитых людей, которые вот, давайте развернем войну, потому что людей становится много. Естественно, политики не вступают в войну, вступают в войну обычные люди. Какое-то время этой теории и я придерживалась. Сейчас не знаю, у меня нет такого четкого понимания, зачем нужна война. Но сейчас даже последние события между Россией и США, Россией и Европой там, и так далее, это все, конечно, всех заденет, если это все перерастет во что-то серьезное. Поэтому война — это прежде всего это боль, это лишение, это потеря, это несправедливость. Я не знаю, как можно по-другому исправить эту ситуацию, хотя, может быть, способов много, ну, насчет перенаселения, насчет того, что не хватает еды. Но прежде всего это ужас. Это даже когда ты не знаешь, куда идти, что делать, когда ты теряешь своих близких и родных, остаешься совсем один. И если вообще остаешься и не умираешь, да, в этой войне. Это ужасно. Ужасно и сама ситуация, и само слово. Это для меня война, это все равно что-то чересчур. Это прям грань, которую лучше не переступать никогда. 31 декабря 1994 года начался штурм Грозного частями российской армии под командованием генералов Пуликовского, Бабичева и Рохлина, а также генерал-майора Стаськова. Взять под контроль весь город удалось лишь к марту 1995 года. Также в марте федеральные силы заняли Аргун, Шали и Гудермес. С 6 по 8 марта 1996 года Грозный почти полностью находился под контролем блокировавших город отрядов Руслана Гилаева. Ну, в общем, про войну я скажу, что война – это слезы, это горе, это несправедливость. И самое главное, я не видел ни в одной войне, исторически буду говорить даже, чтобы кто-то выиграл. Никто не выигрывает во время войны. Все проигрывают. Проигрывают абсолютно все. Османская империя болгаров 500 лет держала. Ну и что? Они остались болгарами, это стала Турция. Ничего не унесешь с собой. А вот потери огромные. Потери – это лучшие сыны погибают во время войны. Лучшие из лучших, смелые, сильные, быстрые, которые могут что-то решать, которые пригодились бы для генофонда. Вот эти люди уходят, они погибают в основном во время войны.
А потом приходят те, которые где-то по углам прятались. И вот представьте себе, в нации ушли хорошие, на их место пришли такие, они размножаются, и что? И в общем мы теряем. А то, что ты навоевал и завоевал, это все уйдет. Земля останется у тех, у кого есть, богатство все профукают все равно, кто как. А вот потери генофонда, потери нации, это уже никак не восстановишь. Любая война несет огромные потери. Нельзя воевать, надо каким-то образом, любым путем суметь договориться. Не теряйте своих людей, лучших сыновей. Лучших сыновей мы теряем во время войны, во время стычки. Вот по всей войне вот у меня такая позиция. Конечно, тема. Самые мои молодые сладкие годы пришлись именно на войну. Сначала это была Ингушская война, вот конфликт в Ингушетии. А мы жили тогда в Гудермесе, это недалеко от Грозного. Напротив нас было педагогическое училище, и именно в этом педагогическом училище разместились срочные российские войска. То есть у нас даже, по-моему, метров 50-70 было расстояние между домами, не сильно большое. Мы жили, пока было все нормально, и вот 4 декабря, я помню, я совершенно недавно купила Polaroid, тогда это такая штука была модная. И вдруг где-то часа в 3 утра наша кошка начала орать. Мы не поняли почему, и она кричала и постоянно бежала в комнату к маме под койку. А я любила спать с кошкой. Я ее забираю себе, она убегает туда и начинает орать. Мы не поняли, в чем дело. И мама обратила внимание, что птицы не поют. Хотя уже 3 часа, 4 час утра, а птиц не слышно. Она говорит, что-то странно, опять птиц не слышно. Наверное, говорит, стрелять будут. У нас так было, когда птицы не поют с утра, то обязательно днем начинался обстрел. Мы ждали, что это будет, может, там в горах будут взрывать мины, как они это делают, что-то такое. Но мы никак не ожидали, что начнется обстрел именно нашего жилого дома. В 4 часа утра они начали стрелять по дому, вот, срочные войска из педагогического училища, которые там были расположены. Мы сперва забились в коридор, а у нас, получается, все комнаты выходили окнами на педагогическое училище, поэтому мы вышли в подъезд. Как были, в ночных сорочках, просто наверх накинули эти плащи зимние. Мы думали, сейчас постреляют, и это обойдется все. Они стреляют час, два, 3. Соседи все, которые с площадки, все на площадке стоят. Кто успел убежать, тот убежал, а мы не успели. Нам и некуда было, у нас в Гудермесе никого нет, нам только если в Ингушетию бежать. И документы, и одежда, все в квартире, мы ждем, пока это все закончится. Наш сосед Каратаев Асламбек, он вывел свою семью и вернулся за нами, потому что у нас не было отца, не было брата, мы с мамой были вдвоем. Сестра к тому времени была замужем. И вот он вернулся, чтобы нас спасти, нас защитить. И тут начался массированный такой обстрел. Выйти вообще было нельзя. Наш сосед, мы его называли Будулай, он был очень похож на Будулая. Вот он вышел из дома перейти в другое здание. Его застрелили. Вышел другой сосед, чтобы хотя бы труп убрать, потому что собаки начали подбегать. Его тоже застрелили. То есть это был такой страх, это невыносимо было. В подъезде нас было 11 человек, из них 2 девочки, остальные женщины и 2 мужчин. Мы стояли в подъезде, потом услышали какой-то хруст в нашей комнате. Я говорю, мам, кажется, кто-то через окно, говорю, к нам в комнату залез, говорю, и ходит. Слышно, потом хрустит. Мы открываем дверь, а оттуда дым валит. То есть попал снаряд, и началось возгорание. Воды не было, так как военное время, там что набрали в ванну, там в ведрах стояло, мы тушили этой водой, вода закончилась. Мы начали тушить вареньем, соленьями, компотами, мы потушили квартиру. Потушили, тут у соседки из дома тоже начал валить дым. Горит ее квартира. Мы понимаем, что если загорится одна квартира, то гореть будут все. Мы такими же способами, любая жидкость, которая была нам подручна, там вся подручная жидкость пошла на тушение этого пожара. Потушили и эту квартиру. 3 дня мы были в подъезде, мы не могли зайти ни в одну квартиру, потому что все это обстреливалось. И 3 дня мы сидели в подъезде, спали по очереди, поддерживали друг друга. Сосед вынес табуретки, вот на этих табуретках мы спали. На 3-й день, когда вертолеты кружили наверху, мама не боялась, потому что вертолет не пробьет до 1-го этажа. Мы спустились в подвал на 3-й день, и тут мы услышали, что самолет летает. Мама говорит, вертолет мы
да, нас не заденет, но если начнет самолет стрелять, то уже все, до подвала дойдет. И плюс у мамы клаустрофобия, она не могла долго находиться в подвале. Ну вот благодаря ей на 3-й сутки мы вышли. Женщина старенькая, чеченка, она внизу жила. Она взяла простынь, разрезала ее пополам, на швабру нацепила белый вот этот шматок, как белый флаг. И вот мы 11 человек должны были пробежать расстояние примерно в 30 метров, которое между зданиями, тут 30 метров обстрел, и это 30 метров надо было пробежать. Я помню, это была зима, это был декабрь. Мы когда эти 30 метров бежали, нам казалось, что мы бежим уже полчаса. И мы видели пули, которые летят перед глазами, вот так они почему-то крутились. Я вот до сих пор не понимаю, почему, я не знаю, как оно устроено, это оружие. Но вот они крутились. Стреляли много, это вот, я не знаю, как это назвать, их до того много было этих пуль, но в нас не попала ни одна. Флаг наш обстрелян был, сумка, у кого-то была сумка, прострелили сумку, а так в нас не попала ни одна пуля. Вот нас 11 человек было, 10 человек вышло оттуда. Один мужчина, у него была онкология, он сказал, мне, говорит, даже если я убегу, от смерти не уйдешь, я останусь здесь. Вот он положил сникерс и бутылочку колы и сказал, кто придет, то увидит мой труп, хотя бы, говорит, за упокой выпьет. Вот русский мужчина Николай, вот он остался, а мы вышли. Мы жили у своих друзей, тоже чеченцы нас приютили, мы жили там 9 месяцев, пока к нам, ну, там с квартирой надо было разобраться, мы должны были отдать ее государству или вернуться и жить там. Я сказала, что жить больше я там не хочу, что мы поедем в Ингушетию. Пока мама оформляла документы, прошло где-то 9 месяцев, потом приехал наш дядя, он нас забрал в Ингушетию, и мы уже жили там. Правду говорят, курочек, которых оттуда, с Чечни вот привезли, наши соседи привозили. Каждый раз, когда летал самолет, они прятались. Они прятались, и их цыплята тоже прятались. То есть мало того, что куры это знали, они цыплятам давали сигнал, что летит самолет, надо прятаться. Ну, вот это страшно на самом деле. Я рада, что наши дети, Дал и Андаль, этого не узнают. И я хочу, чтобы наши дети этого не узнали. Пусть живут под мирным небом без этого всего. 22 апреля 1996 года в районе села Гехичу самонаводящейся ракетой был убит Джохар Дудаев. 27-28 мая 1996 года на переговорах в Москве сторонам удалось договориться о прекращении огня. 28 мая, в то время как ичкерийская делегация еще находилась в Москве, Борис Ельцин совершил блиц-визит в Чечню, где поздравил российских военнослужащих с победой в войне. Однако после переизбрания Ельцина президентом 3 июля новый секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь заявил о возобновлении в Чечне военных действий. 6 августа 1996 года силы сепаратистов под командованием начальника главного штаба Ичкерии Аслана Масхадова захватили Грозный, Гудермес и Аргун. Операция «Джихад». 20 августа генерал Пуликовский предъявил ультиматум чеченской стороне, потребовав в течение 48 часов покинуть столицу республики и сложить оружие, пообещав в противном случае нанести по городу удары. Обстрелы, однако, начались уже ночью 20 августа. К 22 августа Александр Лебедь сумел добиться прекращения огня и разведения противоборствующих сторон в Грозном. 30 августа 1996 года Масхадов и Лебедь подписали совместное заявление в Хасавюрте, Дагестан. К 31 декабря 1996 года вся федеральная группировка покинула территорию Чечни. Окружающий мир человека озаряется его собственным внутренним светом. Мир вокруг нас такой, каким мы его делаем. Человек – своего рода фонарь. Его внутренний свет, его любовь, истинная доброта – это сила, которая освещает мир вокруг него. И вокруг каждого из нас всегда ровно столько света, сколько мы его отдали. Чем больше ты открываешься, тем светлее вокруг тебя становится. Сегодня, наверное, мир, он в целом как-то невозможен. Его никогда и не было, наверное, в истории. Не знаю, не могу точно сказать. Но просто если вот так поверхностно анализ сделать, я не уверен, что когда-то был мир.
И поэтому, наверное, я не смогу сказать, что такое мир. И наши предыдущие поколения тоже его не видели. И я не думаю, что они сегодня его увидели. Те, кто живут у нас дома. Вайнахи не знают, что такое мир пока что. Нам его не дали. Все мы нити одного полотна. Но не все осознают это всеобщее единство. Совершаем ли мы ошибку, искусственно разделяя все и всех? На свое и чужое, на своих и чужих? И не от этого ли все войны и несчастья? А что, если бы каждый посмотрел на окружающих, как на часть самого себя? Прежде чем осуждать и делать людям больно, подумайте, какую цепную реакцию вы запустите своим действием в мир. Самое лучшее – это мирное время, конечно, где можно созидать, где можно и работать, и воспитывать детей. Все, пожалуйста. Мы сами вот жили, наше поколение, именно мое поколение, попало в самое мирное время. Мы не видели войну, мы не видели голод, мы не видели высылку. Мы спокойно учились, получали образование, жили, воспитывали детей. Самое лучшее время мы прожили. Даже сейчас, вот это время для меня страшное время. А тогда мы жили спокойно и легко. Поэтому, не знаю, вот разговаривая со своими сыновьями, я вижу, что им комфортно вот в этом время. Может быть, они не видели то время. Когда им что-то рассказываешь, у них там, они вот как в шуточку, что вот, ой, как вы без телефонов жили, как вы... Да мы жили без телефонов, ничего. Мы сказали, что мы встретимся там-то. Мы всегда приходили вовремя и встречались. У нас не было проблем никаких. А им скажешь, вот поедешь по такому-то адресу, он уже выскочил, побежал. Подожди, ты даже не наслушал номер дома, а я позвоню тебе. Вот торопится куда-то, но им комфортно в этих условиях. Мы жили в самых таких хороших условиях. И, не знаю, наверное, надо идти со временем. Что ж теперь? Если им удобно, мы же не для себя выстраиваем, мы для того, чтобы для наших будущих, для детей. Мне кажется, надо соглашаться с этим. Все, прогресс идет вперед, это хорошо. Мира не будет, хотя очень бы хотелось, чтобы исчезли границы, потому что действительно жизнь, она не повторится, и второго шанса не будет, не стать счастливым, не повидать мир. Вот если бы примерно представить, что вот не было бы таких границ, да, не надо было эти визы оформлять. Но захотел ты поехать в Египет, с детьми сел, поехал, вернулся. На это не надо было тратить столько денег. Раз их не надо тратить, их не надо добывать, правильно? Я всегда это говорила. С того момента, как человек придумал деньги, вот с этого момента все и началось. Все проблемы из-за этого. Если бы не было вот этих денежных именно отношений, все было бы гораздо проще. Мое мнение. Любовь – это воздух. У любви много форм, видов и лиц, но часто она показывает неожиданное лицо – власть. В большинстве случаев мы хотим присвоить себе любовь. Нам подвластен человек, который нас любит. В паре тот, кто любит больше, подвластен тому, кто любит меньше. А тот, в свою очередь, тоже обязан отдавать долг. Это называется «ты мне, а я тебе». Влюбленность проходит, после чего начинается такая вот сделка, но не всегда хочется возвращать долг любви. Люди иногда вынуждены оставаться с тем, с кем они быть не хотят. Пытаются контролировать слишком много, лишь бы не терять привычные отношения. Но человек разрушает себя, делая то, что в душе делать не хочет. Если мы уберем желание контролировать, владеть и переведем свой взор не на объект воздыхания, а на того, кто нам дал это чувство, то увидим, что дал нам любовь, как и все, что у нас есть – Бог. И все мы в Его власти, и все по Его воле. Поняв это, можно расслабиться, можно быть счастливым без страданий, оставив надрыв, боль и непонимание слезоточивым песням о любви. Чувство, знакомое каждому. В первую очередь это привязанность. Это все люди, которые тебя окружают, ради которых ты готов на все. Любовь — это тоже то, что вайнахи смогли проявить за все тяжелые времена, за все эти события, которые их постигли. Думаю, мы научились любить, научились враждовать. Мы отточили все свои чувства за все эти периоды. В первую очередь привязанность, я думаю, и готовность на поступки. Это когда о тебе заботятся, когда все
дружат. Семья всегда бывает дружная. Каждая семья обязана друг другу помогать в чем-то, ну, члены именно семьи. Чем-то должны помогать себе друг другу, поддерживать. Любовь — это такая квинтэссенция, в общем, такой набор таких качеств, как уважение, прежде всего, честность друг другу и желание помочь. Желание помочь, желание защитить, ну не чересчур, конечно, не контроль. То есть любовь — это не одно какое-то определение, это много определений, много хороших определений, которые направляешь на человека. Я не верю, там, что говорят, любовь там, живет 3 года и так далее, потому что любовь — это же все-таки уважение. Уважение не пропадает через 3 года, или только через 3 года, оно может потом пропасть, раньше пропасть, позже пропасть, короче, это все от человека зависит. Поэтому любовь — это набор просто прекрасных, хороших качеств, которые ты хочешь направить на какого-то определенного человека или на определенных людей. Почему нет? Я мало верю в любовь, во-первых, с первого взгляда. Потому что мне кажется, чтобы полюбить человека, надо узнать его получше. А когда ты узнаешь его достоинства, его отношение к жизни, его отношение к себе и вообще ко всему, тогда человек или любит, или ненавидит. Одно из двух. В нашей национальности это очень сложный вопрос, потому что для того, чтобы жениться, у нас нет каких-то контактов таких больших. Мы не можем узнать человека близко. И вот эти вот много есть браков, сейчас я сам свидетель, которые на первом этапе особенно всегда бывает какое-то недовольство, то ли со стороны девушки, то ли со стороны парня. Вот они выходят замуж в розовых очках, таких, что вот я выйду замуж, у меня вот так будет, у меня вот так будет, у меня вот так. Когда сталкиваются с жизнью, с бытом, получается намного все сложнее. И вот в этой сложности им помочь обязаны мы старшие. Если мы сможем им помочь, если мы их правильно направим и объясним ценности, что терпение надо, труд надо со всех сторон. И прощать, особенно если заостряться на каких-то мелочах и склочничать, никогда не получится любить. Друг другу прощать надо, друг друга уважать надо. Тогда будет все нормально. Когда появляются дети, это любовь. Мне кажется, самая сильная, к сожалению, она даже сильнее, чем любовь к родителям, это любовь к детям. Но и опять-таки это заслуга наших родителей, которые любили нас так и научили нас любить детей так сильно, как может только вот мама и папа. Могут только мама и папа. Любовь к родине, это, я не знаю, для меня она просто безусловная. Я родилась в Астане. Я, конечно же, люблю Казахстан и люблю Астану, но не так сильно, как я люблю Ингушетию. Я, когда переехали в Ингушетию, возмущалась, говорила маме: фу, куда мы поехали, да здесь того нет, всего нет, все мои друзья там остались. Мне жутко не нравилось, я много возмущалась. Потом вышла замуж в Казахстан. И вот тут я поняла, почему наши родители стремились вернуться к себе. Я поняла, почему мама сказала: наконец-то я приехала на Кавказ, я ни за что не уеду никуда, я буду здесь жить и здесь умру. Я люблю Ингушетию. Я люблю ее, не знаю, может, как фанат даже, я до такой степени ее люблю. Я когда приезжаю в Ингушетию, я вижу все хорошее. Есть плохое, оно везде есть. Где ни копни, и человеку никогда не будет хорошо, правильно? Чем лучше условия у него, тем более лучших условий он для себя желает. Есть любовь к противоположному полу, конечно же. У нас у ингушей вообще с этим сложно. У нас мол хозяев, да, без балц, мол хозяев. Ну вот я, как человек, который уже не первый год замужем, призываю все-таки создавать семью на каких-то чувствах. Не надо, чтобы это была вот эта индийская любовь, она перегорает. Нужно, чтобы было чувство взаимопонимания, чувство уважения. Я считаю, вот именно эти два чувства, они растят ту самую любовь у родителей, которая должна быть. И то, что будут видеть дети. Если папа с мамой друг друга уважают, они даже какие-то свои конфликты будут решать так, чтобы дети их не слышали. Чтобы они видели, что папа к маме хорошо относится, и мама отвечает тем же. Да? Когда в такой атмосфере растят детей, то и они будут создавать свою семью тоже правильно. Возможно ли безусловная любовь? Даже любовь родительская не всегда дается просто так. С детства ребенок понимает,
Чтобы быть любимым, нужно быть хорошим, получить 5, сделать что-то по дому, совершить маленький или не очень подвиг, а неудобные свои качества и склонности лучше спрятать, чтобы угодить окружающим. Так и выходит, что какие-то части наших личностей так и остаются в тени. Мы перестаем быть целостными, полноценными и уверенными. Когда человек не получает любовь, он подсознательно задает себе вопросы. Значит, со мной что-то не так? Меня не за что любить? Я хуже других? В чем я виноват? Чтобы не быть отвергнутыми, мы принимаем условия, которые ставят нам мир, общество, семья. Будь хорошим, только хорошего тебя можно принять. А если очень постараешься, то даже полюбить. И не важно, что понятие «хорошее» для каждого свое. Не важно, если примерное поведение идет вразрез с твоим естеством. Ломайся, меняйся под заданные рамки или живи себе ненужным и одиноким. Мы можем даже не осознавать этого, не решать подстраиваться под семью и общество, но на подсознательном уровне незаметно эти мысли все равно проникают в нас. Чувство неполноценности – это тяжесть на душе, и в то же время это топливо. Ты начинаешь двигаться, чтобы снова и снова подтвердить, что ты не хуже других, что тебя можно любить. Пытаешься втиснуть себя в рамки. Неполноценность может сделать тебя звездой, если, конечно, не окажется, что ты на самом деле ущербный, а признать это очень больно. Но тот, кто становится звездой, лишь бы заполнить черную дыру в своей душе, лишь бы заслужить чужую любовь, едва ли преуспеет. Даже став звездой, он не почувствует себя по-настоящему счастливым, так как черная дыра не зарастет, не залечится, а залечивается она любовью. Многие звезды, блогеры, которые стараются вызвать всеобщее внимание, на самом деле люди, которым не хватило любви. Например, алматинская блогерша Мадлен. Отец ее бросил, когда она была ребенком. Или пример российских певцов-детдомовцев Дани Милохин, Юрий Шатунов, Ани Лорак. А скандальный Моргенштерн – ребенок, рожденный не в семье. Этот список можно продолжать и продолжать. Если вспомнить почти любую биографию звезды, то она начинается либо с того, что родители развелись, либо с того, что семья была в тяжелых обстоятельствах. Я не говорю, что все звезды зажигаются из-за чувства неполноценности. И не только медийные личности от нее страдают, просто их пример более наглядный. Не всегда чувство неполноценности возникает из-за развода родителей. Родители могут жить вместе, вопрос в том, как именно они живут. Будет ли ребенок чувствовать себя любимым и полноценным, если родители эмоционально холодны? Развод. Наши родители, говорят, раньше выходили, не зная человека, замуж и жили долго, счастливо. Насчет счастливо я не знаю, но долго жили и не разводились и так далее. Потом там было же много причин, и девушке нельзя было вернуться, ее семья не принимала, даже если там не нравилось. И родители говорили: терпи, и мы терпели, и ты терпи, получается. И стерпится, слюбится, ну, про любовь там вообще речи никогда не шло. Отдавали там девушку за достойного парня. Сейчас, может быть, кто-то скажет, что виновато вот развитие. То есть девушки то, что учатся, то, что видят мир, то, что... Просто я слышала такую теорию, что чем умнее девушка, тем несчастливее она в личной жизни. Не согласна. Абсолютно не согласна. Просто у каждого свое. Каждый найдет свое. Ну, если появились девушки, которые видят мир, наблюдают, там, развиваются и так далее, то обязательно будет парень, который примет парни, которые примут ее точку зрения, и которым понравится ее точка зрения. Никому не нужна там, не знаю, бесхарактерная, бестолковая, грубо говоря, простите. В общем, девушка, с которой ни о чем нельзя поговорить и так далее. Почему уходят и почему у нас сейчас так много разводов? Потому что понимают свою ценность. Они понимают, что они не будут терпеть эти унижения, если они есть. Они не будут побои, если они тоже есть, к сожалению, терпеть. И они смогут забрать своих детей при желании, там, с юридической точки зрения, еще как-то. И они знают, что у них будет поддержка со стороны семьи. Если девушка будет уходить, зная, что ее домой не примут, она не уйдет, потому что ей некуда будет идти. Кто ее примет обратно? Если она будет знать, что ее родители вот возьмут ее обратно и скажут: все нормально, все хорошо, ты правильно поступила, конечно, она вернется обратно. И развод... Когда говорят «потерпи ради детей», это тоже неправильно, потому что дети видят эту ситуацию, они видят, как родители относятся друг к другу, и это нехорошо для их воспитания. Лучше жить отдельно, но счастливо, там, отдельно с детьми от мужа, но счастливо, чем жить вот с ним вместе и показывать им такой пример, что нехорошо для них самих. Поэтому лучше будет, если люди друг друга узнают получше, поймут, чего они хотят, не будут скрываться за какими-то масками. То есть здесь я хорошая, но выйду замуж, я покажу себя настоящую. Не считаю, что это правильно. Изначально нужно показывать себя настоящую. И себя он должен показывать настоящим, а не обещать нам
не знаю, горы, да, а потом, извини, все, дороги назад нет, дорога есть, дорога назад теперь есть, теперь она открыта. Другой вопрос в том, что после того, как ты разведешься, девушкам немножко сложнее, намного сложнее выйти замуж, если они хотят, чем парням. И вообще индивидуально, честно говоря. Люди бывают разные, может быть, спешат как-то со своим выбором. Может быть, сегодня как-то жизнь тоже наша поменялась, что уже тот же самый развод, конечно, не в категории таких очень страшных вещей для нашего народа. Иногда это может быть правильно. И проблема в том, что люди любят осуждать, что надо немного абстрагироваться от таких вещей и как-то всегда пытаться объективно смотреть на ситуацию. Иногда это идет на благо, иногда... это, конечно, развод — это очень нелюбимая вещь для нашей религии. Горячие сердца, я не знаю, как сказать. Люди не всегда готовы быть гибкими друг для друга, может быть. Значит, это заранее уже какой-то преждевременный, ошибочный выбор был, если ты не готов на что-то ради человека. Развод — это может какой-то конфликт в семье случился. Это зависит от ситуации, конечно. Может, там поругались, и они расходятся по другим сторонам. Либо мама, либо папа. Развод происходит, потому что мама и папа ссорятся. Исходя из традиции, видите ли, сейчас все-таки браки заключаются по-другому. Сейчас есть у нас интернет, сейчас у нас есть все выходы, и молодые люди, они выбирают сами. Раньше такого не было. Раньше выбирали взрослые люди, родители выбирали, и они смотрели. Для того, чтобы выбрать невесту, недостаточно одной девушки выбрать. Нужно посмотреть, какая у нее семья. Смогут ли они дальше взаимодействовать, соблюдать вот это родство. А родство зависит не только от девушки и от мальчика. Это зависит от всех остальных нас. Вот эти вот первые поры, которые вот что-то не понравилось, что-то не так, это такая мелочь бывает. Из-за этого делают большую трагедию и расходятся семьи. Еще один такой вопрос, очень серьезный. Это было так, что раньше, если женщина не замужем, это был позор. И пыталась даже разведенная женщина 2 раза, 3 раза выйти замужем, но быть замужем. Это было почетно. Замуж. А сейчас нет никакого позора. Сейчас 1 раз выскочила замуж, ушла и пошла делать свои дела, что хочет, то и творит. Вот сам слово «позор» это сейчас уже не существует. Если мы будем сохранять свои обычаи, свои традиции, то надо с этим бороться. Надо смотреть за любой семьей, вот каждый мужчина в своем доме, то мужчина, то женщина, кто бы он ни был старше, надо смотреть, чтобы их семьи были покрепче, чтобы они не расходились из-за мелочей. Нет больших трагедий в наших ингушских семьях. Нету такого, чтобы какой-то женщина или мужчина принес какой-то позор, и что ее надо оставить. Нету этого. Есть мелочи, которые из них раздувают такой огонь и в конце концов страдает и та, и другая сторона. И я знаю много случаев, когда после того, как разведутся, пожалеют об этом. И та, и другая сторона потом оперативно пытаются сойтись. И вот то у муллы он просит, как мне это сделать, то это таких случаев очень много. Надо избегать этого. У нас, я помню, что ингуши, вы сами знаете, да, самая консервативная нация на постсоветском пространстве. Так как мы соблюдаем законы, так ни один народ не соблюдает. Мы за них держимся. Я рада, да, за эти законы надо держаться, но трактовать их надо правильно. Как-то дедушка мне сказал, он вообще был начитанным, он муллой был, он сказал: если бы вы, женщины, читали Коран, вы бы знали, сколько у вас власти. Рай в ногах матери, это оттуда. Дедушка говорил, когда заходит ребенок в дом, будь то сын или дочь, они сначала спрашивают мать: как ты себя чувствуешь, как твое здоровье? И 2-й раз спрашивают: мама, ты себя хорошо чувствуешь, у тебя все хорошо? Они 3-й раз спрашивают: мама, как у тебя дела? И на 4-й раз подходят к отцу. То есть это о чем говорит? Семью все-таки создает женщина. Как говорила моя бабушка, и создает, и разрушает.
Но вот разрушает почему? Пока женщина терпит, семья будет крепкой. Но когда у женщины заканчивается терпение, ее не остановит ни мулла, ни ее родственники, никто, она уйдет. Бабушка мне говорила, вот выйдешь замуж, сначала мярцей, потом их родня, потом все дети их, потом веник, которым подметают, а потом сноха. Нет, нельзя себя за веником ставить, я так скажу. Нельзя допускать того, что... сноха – это чужой человек, да, в семье. Нельзя допускать того, чтобы к снохе относились хуже, чем к своим детям. Давайте рассматривать только вот адекватных людей, потому что я знаю, что и снохи бывают, да, тоже неадекватные, требовательные и так далее. Вот если рассматривать адекватных людей. Если не давить на женщину, у нее не будет причины уходить домой. Ставить на место, учить уму, разуму – это все, конечно, надо. Но опять-таки нужно правильно общаться с человеком. Не нужно требовать от него того, что ты сам не делаешь. То есть у нас как привыкли? Пришла сноха, о, классно, раб-сила для всей семьи, для всей фамилии. Нет. Я вот не беру вот это вот из одного из огня да в полымя. То есть пришла женщина, вот она только за мужчину вышла замуж, вот она его слушается, больше ничего не делает. Это тоже нельзя. И вот те, которые так говорят, а есть такие люди, которые так говорят, они тоже не правы. Ты пришла в чужую семью, должна перенять их законы. Если там нет ничего криминального, ты должна жить так, как они, чтобы слиться с ними. Когда создается семья, должны быть два человека, которые говорят «мы». Вот пока это «мы» в сознании нашем не будет, разводы будут. Мы. Как много в этом глубокого. Не я и ты, а мы. Это же целая галактика, сила, непобедимая энергия, счастье и возможности. Вместе мы сможем все. Моей бабушке по матери отец очень сильно любил свою жену и в знак своей любви сделал ей золотой жей. Из червоного золота, он даже, если вот вы видите, по цвету немножко краснее, чем простое золото. Он заказал этот жей в знак любви. Это вот такой символ любви, который тогда, когда-то очень далеко, прадедушка сделал для моей прабабушки. Многие люди привыкли не показывать свою любовь даже к собственным детям. Они просто не умеют проявлять теплые чувства. Для нашего народа это не редкость. Слишком сильно проявлять чувства считается не совсем правильным, неприличным. А бывает и наоборот. В некоторых семьях слишком залюбливают детей, но сгореть от любви ничуть не лучше, чем без нее замерзнуть. Главная задача родителей – сделать так, чтобы дети превратились в самодостаточных взрослых и не нуждались в родительской опеке. Но много ли семей, которые растят детей сильными и самостоятельными? Распространенная тенденция. Родители не отпускают своих отпрысков, не поощряют самостоятельность, пытаются контролировать, даже когда ребенок вырос и создал свою семью. В таком случае ужасны два исхода. Или родители не будут жить своей жизнью до конца своих дней, или брак детей разобьется вдребезги. Так что чрезмерная родительская опека тоже вызывает чувство неполноценности. Ощущение, что без родителей ты никто. Что же делать, если ты правда хуже других? Если ты слабее, ниже, бездарнее, если во всем и всегда последний? Что, если твоя неполноценность подтверждается? Получается замкнутый круг, из которого нет выхода. Тогда, если другие не любят тебя безусловно, то прими сам себя целиком, настоящего, безо всяких условий. Нужно менять определение. Может быть, ты не слабый, а чувствительный и осторожный. Может, ты последний в списке, но в твоих руках стать первым. Ты маленький, но ты можешь взлететь выше облаков, туда, где всегда светит солнце, или взобраться по золотой лестнице на вершину. Вы не думали, в какое удивительное время мы живем? Благодарность за это время, за то, что среди ужасов и неопределенности у нас есть все необходимое для счастливой жизни. Ну или практически все. Мы живем благодаря тому, что наши предки имели великое мужество и силы жить в тяжелое время. Как хотелось бы, чтобы эта жизнь длилась подольше. Ведь наше время – время возможностей. Все стало легко. Доступные продукты, вещи, технологии, медицина, образование. Спасибо нашим предкам за то, что они жили и подарили нам возможность жить в относительно мирное время. Так жалко тратить эту жизнь на ссоры, на страдания, на глупости, выяснение отношений. Мне бы так хотелось сказать вам: живите, просто живите. Ведь то, что мы родились именно в это время, это тоже часть замысла. Однажды ваши внуки могут сказать вам спасибо.
А мы порой не ценим того, что у нас есть еда, крыша над головой и нет войны. В каждой семье есть горе. Да, судьбы бывают тяжелыми и в наше время. Но какая бы у вас ни была жизнь, вы заранее не узнаете, что произойдет дальше. Что произнесут ваши внуки и правнуки. Спасибо. Они скажут вам спасибо. Может быть, вы сейчас страдаете для того, чтобы вашим детям лучше жилось. Как и поколения наших предков трудились, чтобы подарить нам мир, так и мы трудимся, чтобы в будущем у новых поколений было больше возможностей. Чтобы им были открыты новые прекрасные пути. Мы никогда не знаем, зачем нужно то или иное испытание в нашей жизни и куда все это приведет. Может быть, все это было для того, чтобы сейчас сказать вам о жизни. Жизнь – это невероятно сложная, но интересная штука. Цените ее. Зама, حسيخ مليسون تقودة سيخ مليسن يانا موسش كيه سابردي ديخاس مخل شودة خلحة عمسن ستهم عبيه إلايات ستخون حا إزرال يعاخة برمليه واغرغ باقي تشام ستر لولينش ديا رسق أغحيجش خوالوش بحت سقونة شواغر خم زاما حسيخ مليه صابري خلة سنيان كلجش عقيان مديه دلي نسبة حيوغل ضياق قيش تدك شويتا بيزميه